Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня я сделаю для вас отсыпочку на такую тему. Кто сегодня вас вспоминал, кто сегодня думал о вас, кто этот человек, либо кто эти люди, что вспоминали, о чем думали. Давайте вместе посмотрим на песке. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты! Знак судьбы вышел. О вас думает какой-то судьбоносный человек. Человек, с кем судьба свела. И свела не просто так. Он думает о вас. Это мужчина. И мужчина, который буквально как будто бы глазами вас сфотографировал. Вот прям в душу ему запали. А вы почему-то его то ли не рассмотрели, то ли вы... допустим, в его сторону не смотрели, в принципе, на него внимания не обратили. А он прям, смотрите, как запечатлел вас. А вы знаете, совсем недавно, сегодня, вчера, может, несколько дней назад, вы действительно встретились именно с тем, с кем у вас общее будущее, кто будет участвовать в вашей жизни. А как так вы его не заметили, а? Чем вы были заняты, куда смотрели? А мужчина-то видный, мужчина-то интересный. Вот он сразу на вас запал. Буквально, знаете, глазами в вас впился и не сводил с вас глаз. А вы даже не заметили. Ну, как так? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Он с кем-то рядом вместе был. Вообще забыл, о чем говорил или куда шел. Вот прям не мог отвести от вас взгляда, жадно смотрел на вас. А вы ему показались такой необычной, такой неземной, какой-то прям нереальной. Вы с кем-то говорили, вы с какой-то женщиной говорили, либо с женщинами говорили. У вас такое, знаете, состояние, как на душе что-то бурлело. Что-то обсуждали, да, вот вы говорили, да как так, да что происходит, да что случилось, да, вот какие-то эмоции были, да, и вы не смотрели по сторонам, а этот мужчина, он буквально вот шел, встал как вкопанный и не мог отвести глаз от вас. Вы ему показались очень знакомой. Может быть, вы женщина из его снов, из его фантазий, а может, действительно, вы когда-то с ним были близки, знакомы, ну, просто знакомы, там, может, в школе вместе учились, либо по соседству жили. Но он не вспомнил, кто вы такая. Просто, вот как зациклился, залип. Мне идет, что он на вас залип. Сейчас хочу взять карты. Что за мужчина? Он судьбоносный мужчина, он непростой, над ним знак судьбы. И вы не заметили, ну надо же. Видите, над ним клевер. Огромный лист клевера. А это знак счастья на самом деле. Это знак шанса, знак возможности. Он думает, он как вас увидел, сразу стал думать, что за прелесть, что за девушка такая, что за женщина такая, какая-то родная, знакомая, где ее раньше мог видеть, откуда у меня к ней такие теплые эмоции. Прям не мог глаз отвести, как вкопанный мне идет, стал. Ну-ка вспоминайте, может, вы краем глаза что-то такое видели. Какие-то мужчины проходили. 2-3 мужчин. Что за мужчина? Но я же сказала, он судьбоносный, клевер. Вот он, лист клевера, видите? И вот он, клевер вам вышел. Судьбоносный мужчина. Судьбоносный, как ни крути. О-о-о. Ничего себе. Друг, защитник, избавитель.
Судьба, ну, мы поняли, что судьба, ну, смотрите, песок и карты говорят одно и то же. И даже одно и то же показывают. Клевер, клевер. Собака верный, добрый, преданный, любящий, как готовый жертвовать собой ради вас. Дружелюбный еще идет. Медведь сильный, стабильный, защитник, добытчик. Тот, кто защитит, оберегать станет. Тот, кто себя не пожалеет. У того человека есть связи, сила есть. Сила в знаниях, сила в контактах. Сам из себя что-то представляет. Избавить вас от тягостей прошлого. Судьба. Сама судьба, крест. Ничего себе, а ну как вы так его не заметили? А ну-ка, сейчас я хочу спросить, вы заметили его или нет? Отпечатался ли он у вас на подсознании? Ну как, мы же что-то видим, да? Там, даже если чем-то заняты, все равно краем глаза что-то можно заметить. Вы его видели. Вы его видели, но вы как-то его видели всквозь, не обратили на него внимания, либо вы так были на эмоциях, да, вот эмоции выплескивали, влили, что вы даже не стали обращать внимания. Да, возможно, вы видели, что какой-то мужчина, какие-то мужчины шли, остановились, либо, ну, там кто-то на вас смотрел, но как бы вам было не до этого, вы были на эмоциях и просто как мужчин помните, а как выглядят, вы не помните. Вот так мне идет. Судьбоносный мужчина. Слушайте, он прям вошел в вашу жизнь, а вы даже не заметили. Как так? Обидненько. Но, с другой стороны, если это судьба, то никуда вы друг от друга не денетесь, да? Правильно? Никуда друг от друга не денетесь. Но вы видите, что творится. Вы своего будущего видели. Будущего парня, будущего, не просто парня, мужа вы будущего видели. Не могу сказать, когда. Да, это может быть и в этом году, может быть и в следующем, может даже через 10 лет. Но вы явно будете его женой. Явно у вас будут отношения как брачные, либо брачные отношения. Но очень серьезно. Это тот, кто вам нужен. Вот так, мои крошки. Слушайте, ну вот жизнь такая непредсказуемая. Иногда не знаешь, куда смотреть, на кого смотреть. Смотрите, как я вижу в песке. Вы общались с какой-то женщиной, либо с женщинами. Вы были на эмоциях, вы что-то обсуждали, либо с интересом что-то слушали. Но больше как бы ваши эмоции, да, вы были на пике своих эмоций. Рядом с вами проходили мужчины. Либо они шли куда-то, либо они просто вышли, да, там, где вы находились. И один из них, вот как вкопанный, встал, не спускал с вас глаз. Прям очень сильно пристально на вас смотрел. Вот как в заморозку впал, да, не моргая даже смотрел. Но вы его видели, но на него внимания не обратили, подумали, что какой-то озабоченный дурачок, да, ненормальный. Просто ненормальный, да, неприлично так смотреть на других людей, а он именно так смотрел. Мужчина же, когда вас увидел, он позабыл обо всем на свете, о чем думал, о чем говорил, о чем там хотел поговорить. Просто вот все вылетело, и он начал вот думать, кто вы такая, какая красивая, какая необычная, почему так сильно тянет, кого он напоминает. Такие мысли у него в голове полетели. И вот от того дня этот мужчина, вот он постоянно в мыслях о вас, постоянно, что бы он ни делал, там, не знаю, кушает, какает, работает, он все время думает о вас. Да, все время думает о вас, и он пытается понять, почему так сильно тянет, почему так магнитит, кто вы такая. Ему почему-то кажется, что он вас знает, и он постоянно пытается вспомнить, кто, откуда, где мог пересечься с ней. А мне кажется, что он вас знает. Почему? Потому что вы друг другу судьбоносные, и у кого-то еще отыграется, что вы, ну, возможно, как через воплощение идете, да, в прошлой жизни вы, например, вместе могли быть. Ну, либо вы договорились там на небе, что в этой жизни вы будете вместе. То есть души, да, договорились, что вы будете вместе. И поэтому, да, вот мужчина сразу узнал. Если бы вы были не на эмоциях, да, если бы не было этого пика эмоций, то вы бы тоже этого мужчину увидели, вы бы тоже почувствовали то же самое, что почувствовал он. Вот так мне идет.
Да, вот так. И еще у кого-то может отыграться, что вот женщина, с которой вы общались, либо одна из женщин, вот если несколько было женщин, да, вот кто был рядом, она вампириха. Да, она вас вампирит, и она в этот момент, пользуясь тем, что вы на эмоциях, качала с вас энергетику. Тем самым ослабила вас, ослабила вашу энергетическую ауру, ваши способности улавливать то, что необходимо уловить. Еще так мне идет. Женщина могла специально вас так раздраконить, либо эмоционально довести до пика, чтобы с вас скачать. Вы скажите, вы после разговора с какими-то женщинами не чувствовали боли в голове, слабости в теле, ватные ноги, ничего у вас там не болело? Либо у кого-то даже могла быть ситуация, что у вас, ну вот как простуда какая-то началась, да? С вас выкачали энергию, иммунитет максимально упал, и вирусы прям накинулись на вас, да, вы могли приболеть и заболеть. Так мне еще идет какая-то женщина-вампира рядом с вами. И она периодически подкачивается. Хотя я не могу сказать, что она это делает специально. Скорее всего, ну просто она так живет. Да? Она по-другому жить не может. Она и сама себе отчет не отдает, то, что она это делает. Да, мужчина думает, и думает он очень крепко. Прям и день, и ночь думает о вас. Вы ему снитесь. И, скорее всего, раньше вы ему снились. Вы знаете, девочки, я так скажу. Раз он уже появился, значит, будет продолжение. Но, опять же, судьба, она такая. У нее там свои планы. Если время пришло, то все. В ближайшее время он сам на вас выйдет, он сам к вам подойдет. Вы начнете общаться, встречаться. Ну и дальше сами понимаете, да, счастливый хэппи-энд. А если время еще не пришло, да, вас могли друг другу показать, но если время не пришло, могут и развести на время, да, там, до определенного числа, там, либо до определенного состояния. Но вот мне идет, что вот он судьбоносный, буквально вы виделись, он уже начал о вас думать. Он уже вот мне идет несколько дней, он о вас думает. Может, там день, может, 2, 3, 7 дней думает о вас. Вот видел, он вас видел, вы его видели, но не обратили внимания. Дальше. И еще сегодня вас вспоминал кто-то вот связано с работой, да, по работе, на работе. Даже если вы уже не работаете, например, там на пенсию вышли, либо вы уволились, а другую работу не нашли, то с предыдущей, да, работы вас вспоминали, и там человек сокрушался, вот так буквально 2 ручками за голову взялся и говорит, ну что за ужас, как теперь жить, вот, как мы могли ее отпустить, ну, как вы, так никто работать не умеет. Как вы, так никто проблемы не решает, не обладает должными знаниями и должным профессионализмом. И теперь люди это прям осознают. Либо это кто-то из вашего там непосредственного начальства, либо, возможно, кто-то из таких противных коллег, который считал, что вот, типа, я все знаю, все умею, и, возможно, даже как-то к вам пренебрежительно относилась, а теперь вот так ручками за голову берется и не может какую-то задачу решить, какую-то проблему решить. Ну, тяжело, туго, у вас не хватает, конкретно не хватает. Может, вы сейчас на больничном, либо вы, не знаю, в отпуске, например, да, ваши коллеги там зашиваются, начальство зашивается, и без вас прям совсем очень туго дела идут. Очень сильно они там переживают, когда же вы выйдете на работу, когда же вы приступите к своим обязанностям, ну и другим будете помогать. Да, вот какой-то рабочий момент показан. Так, еще. Но тут либо знакомая, либо родственница, ну, подруга, да, подруга, либо родственница показана, женщина. Сегодня она вас вспоминала и вспоминала о том, что надо что-то у вас попросить, допустим, рецепт попросить, да, либо попросить, чтобы вы там с ней куда-то сходили, попросить, чтобы вы, например, я не знаю, там что-то связали, испекли, может быть, помогли в чем-то, да, вот она вас вспоминала. Человек видит вас очень позитивно. Человек этот считает, что вы прям подарок небес, да, имеет такую родственницу, либо имеет такую подругу. И человек у вас очень высокого мнения, очень хорошо к вам относится. И я думаю, что она к вам еще обратится, да, со своей этой просьбой, либо со своим этим воспоминанием, что ей нужно от вас получить. Обязательно обратиться, и вы точно не откажетесь, да, потому что у вас прекрасные отношения, самые лучшие. Так, чуть выше.
Мужчина и женщина, они вместе, они как пара мне идут. Вот они вас тоже сегодня вспоминали, но вспоминали в какой-то ссоре. То есть они, скорее всего, ссорились и вспоминали вас. То есть могло быть так, что женщина мужчине говорит: вот, ты на нее смотришь, я знаю, что ты на нее глаз положил. Либо, может, это ваш бывший, да, эта женщина говорит: вот, что ты к бывшей хочешь вернуться, либо я не такая, как твоя бывшая, я там терпеть не буду. Вот, вспоминали. А мужчина говорил, что ты зря, типа, вспоминаешь вас. Почему? Потому что в подметке не годишься. Потому что тебе нужно вообще сидеть и помалкивать, а лучше брать пример, да, с вас именно брать пример. То есть они не из-за вас ругались, но они вас вспоминали, и когда вспомнили, то есть мужчина за вас, в пример вас ставит, а женщина против вас, да, и еще больше усилилась у них ссора. Если вам икалось, то это точно про вас. Если у вас щеки там ни с того ни с сего пылали, там шея могла пылать, и даже руки могли пылать, ну, краснеть, да, и жжение такое чувствовалось, да, это они, и они о вас вспоминали, они о вас говорили, это была ссора. Так, еще. Ну, вот здесь показывают мужчину. Но мужчина явно не свободный. Мужчина, ну, он либо женат, да, у него жена есть, либо у него вот женщина, да, невеста, да, как там правильно сказать, подруга, пассия, да. Вот он с этой женщиной, при этом вроде как он ее любит, но думает о вас, либо вспоминает о вас. Вы очень разные с его женщиной. То есть там может быть и рост, и вес, и возраст, и масть, да, очень разные. И вот он, знаете, как о вас вспоминал? Какое-то яркое воспоминание, где вы там прям такая красавица. И, возможно, он с этой женщиной, там, ну, не знаю, интимом занимался и почему-то думал о вас. Либо вспоминал вас и еще сильнее возбуждался. Извините за такие подробности, да, но вот именно такая информация идет. И не знаю почему, но, наверное, вы его очень сильно будоражите, очень сильно именно в эротическом плане, да, в сексуальном плане маните. Хотя вы не его типаж, но вот он на вас очень сильно реагирует. Вот. И когда он был со своей этой женой либо девушкой, видно, у него там не все получалось, да, не все там вставало, и он, ну, вспомнил о вас, как бы, да, как бы, и страсть разгорелась. Ну, не знаю, такие интимные подробности, не хочу на них долго останавливаться, но, в общем, было, такое было. Это не значит, что он хочет твою эту девушку бросить, либо жену бросить. Но вот у него такие фантазии, да, либо вы конкретно на него очень сильно влияете и вот будоражите, да, понимаете давление у него, и не только давление. Не знаю, как вам эта информация пригодится, нет, но явно с этим мужчиной вы как-то пересекаетесь, потому что он вас в разных состояниях видел, и, может, вы работаете вместе, либо, опять же, живете по соседству, может быть, вы, допустим, в одной компании находитесь, но, да, он думал именно о вас. И когда он о вас подумал, да, у него начало получаться. А до этого у него как-то не очень получалось. Да, фу-фу, зачем такое показывать, я не знаю. Ну, значит, вы должны знать. Так, ну и что, мои хорошие, подходим к венцу. В венце у нас дети показаны. Не знаю, очень похоже, что дети готовят вам сюрприз. Может, у вас день рождения, может быть, какой-то праздник. Вот, кстати, 8 марта, да, тут уже недолго осталось. Но вот дети, какие-то дети. Это один ребенок, либо один ребенок с другим ребенком, там, как компания детей могла быть. Может, вы педагогом работаете, преподаете, тренируете, может быть. Вот, что-то вот они вас обсуждали в плане какого-то подарка, либо какого-то сюрприза. Да, вот что купить, что подарить, что нравится, что не нравится, что вас порадует, что наоборот, например, там огорчит. Да, какой-то такой разговорчик был у детей. Да, это не один ребенок, это несколько детей. Даже если это ваш ребенок, то, возможно, ваш ребенок общался с другим ребенком. И вот там один ребенок говорит: я своей маме на 8 марта подарю там что-то, шоколадку, букетик.
открытку своими руками, а ваш ребенок говорит, а я своей маме сделаю то и то, да, что-то другое. Ну да, дети общались, дети вспоминали. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.